В Македонии студенты и преподаватели вузов собрались перед зданием национального парламента в Скопье в рамках акции протеста против готовящейся реформы высшего образования в стране. Проект соответствующего закона предполагает, в частности, что все выпускники вузов будут обязаны сдавать государственные выпускные экзамены. Оппоненты утверждают, что такая мера угрожает автономии высших учебных заведений. В Молдавии представители общественных организаций приветствовали открытие первой сессии нового парламента страны перезвоном колокольчиков и новогодними пожеланиями. Активисты призвали законодателей к приверженности законодательству и нуждам граждан, напомнив также о прошлых коррупционных скандалах, сотрясавших парламент. В городе Пешавар на северо-западе Пакистана сотни медицинских работников провели акцию протеста, требуя выплаты жалования. Протестующие уверяют, что не получают причитающуюся им зарплату уже 8 месяцев. Все они работают в рамках программы иммунизации населения, проводимой здесь под эгидой Всемирной организации здравоохранения, однако жалования им выплачивают местные власти. В городе Банну, той же пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, центром которой является Пешавар, вынужденные переселенцы получают экстренную помощь на зиму. Ее распространяет Пакистанская народная партия, возглавляемая бывшим президентом страны Асифом Али Зардари в 7-ю годовщину гибели Беназир Бхутто, бывшего премьер-министра Пакистана и руководителя этой партии. Из-за проводимой в соседней провинции Северный Вазиристан антитеррористической военной операции свои дома были вынуждены покинуть сотни тысяч ее жителей. В столице Киргизии, Бишкеке, гражданский активист Андуруш Токтонасыров провел перед зданием посольства Азербайджана акцию протеста против преследований журналистов в этой стране. На прошлой неделе в Баку было закрыто местное бюро «Радио Свобода. Свободная Европа», а его сотрудников следователи допрашивали без адвокатов. В начале декабря была задержана сотрудница бюро Хадиджа Исмаилова по обвинению, которое многие считают политически мотивированным. Токтонасыров призвал освободить Исмаилову, а также обвинил азербайджанские власти в нарушении свободы слова.